Всаднический культурный комплекс или всадническая культура – это основа менталитета нашего народа, прооснова. Поэтому сохранение отдельных компонентов вот этого культурного комплекса в современных условиях актуально для духовного возрождения, для духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения и для того, чтобы имелась какая-то связь между настоящим и прошлым и будущим. То есть это связующее звено в области духовного развития нашего народа, всего человечества, всех вот это степных народов. Поэтому это всегда остается актуальной. И не только в нашей истории, но и в культуре и повседневности. Поэтому чем больше мы будем проводить всякие мероприятия, изучения, научные, этнографические разные постановки, представления, тем лучше мы будем внедрять в сознание нашего молодого поколения связь времен. Это своеобразные, как это называется, времен связующая нить. Вот это духовное и культурное наследие наших кочевнических, всаднических культур. Как вы считаете, нужно ли сегодня в век цифровых технологий, глобализации приобщать подрастающее поколение, молодежь к культуре их предков? В данном случае культуре коневодов. Это в наше время, даже в условиях цифровизации, еще лучше это сохранение этой традиции актуально, потому что мы как этнос, как народ в условиях глобализации должны войти в мировое сообщество каким-то своим культурным кодом. Вот для нас это является культурный код. Без этого мы растворимся в такой огромной среде, теряем свой облик, язык и все прочее. Поэтому это вот единственная возможность показать себя, свой облик, вот сохранение культурных традиций, одежду, обычаи, обряды и так далее. Многие народы современные, как японцы, корейцы, вот азиатские, не только азиатские народы, но и вот европейские народы, немцы, испанцы, все стараются возродить свои культурные традиции, костюмные карнавалы, представления для того, чтобы показать свою национальную идентичность. И вот в качестве нашего культурного кода, национальной идентичности мы должны обратиться постоянно к различным компонентам, в том числе исчезающим компонентам нашей традиционной культуры, стараться возродить ее в разных современных, совмещая или используя современные возможности всех вот этих традиций. Спасибо. Есть ли необходимость для страны и столицы создания национального парка под открытым небом близ археологического памятника Бозок? Естественно, это однозначно, это надо. Чем больше памятников, тем лучше, но это общая как бы установка. А Бузук для нашей молодой столицы имеет огромное значение, политическое значение, потому что наш прекрасный город, наша новая столица возникла не на пустом месте. Здесь жили наши предки и создавали вот такие различные культурные объекты, материализованные остатки которых мы сейчас изучаем, исследуем. На этом памятнике это обязательно нужно, потому что нам нужно подчеркивать вот это
преемственность. То есть мы должны изучать в контексте культурной преемственности с древнейших времен до наших. Ничего на пустом месте у нас не возникает, потому что наша культура зиждется на вот этой самой традиции культурного, беспрерывного культурного развития. Это с древнейших времен до наших дней. Спасибо.